Правила безопасного летнего и зимнего отдыха. Летом большую часть времени дети проводят на свежем воздухе. Порой активный отдых кроет в себе некоторые опасности, предусмотрев которые любой досуг оставит только приятные впечатления. Если вы отправились к реке или на озеро, помните, купаться стоит в нарукавниках или в плавательном жилете, желательно под присмотром взрослых. Игры должны быть только над водой. Нельзя заплывать за буйки и купаться там, где для этого нет специальных организованных мест. Отдых на воде безопасен с утра и ближе к вечеру, когда солнце не сильно активно. Но во избежание солнечных ожогов стоит намазать кожу специальным защитным кремом. Если речь идет о пикниках или отдыхе в горах или лесу в летнее время, позаботьтесь о средствах от клещей и других насекомых, а также постарайтесь быть в закрытой дышащей одежде и закрытой обуви. Брюки лучше заправлять в носки, футболку в штаны. Что касается других насекомых – пчел, шмелей, ос. Они будут безопасны, если вы не станете при виде их размахивать руками, пытаясь их отогнать от себя. Еще одна опасность, которая подстерегает на отдыхе на природе летом – незнакомые грибы и ягоды. Не стоит рисковать своим здоровьем и употреблять их в пищу. Они могут быть ядовитыми. Жаркое лето – период частых пищевых отравлений. Помните, что скоропортящиеся продукты лучше не брать с собой на пикник, а овощи и фрукты можно есть только после мытья. В знойные дни старайтесь не допускать обезвоживания. Имейте при себе бутылку с водой. При езде на роликах, самокате, скейтборде или велосипеде не пренебрегайте защитной экипировкой. Это поможет избежать травм в случае падений. Кататься стоит только в безопасных местах, не выезжая на проезжую часть. Зимой для выезда в горы или за город стоит позаботиться о теплой одежде во избежание обморожений. От холода должны обязательно быть защищены пальцы. Не пренебрегайте варежками или перчатками. Если вы решили отправиться в горы, чтобы покататься на лыжах, сноуборде или санках, вам следует изучить правила безопасных спусков. Между ватрушкой и санками выберите санки. Ими легче управлять. Опасно кататься паровозиком, не соблюдая дистанцию при спуске. Крайне опасно привязывать санки или ледянки к автомобилю. При катании лучше надеть защитный шлем. Падать лучше всего стараться на бок, аккуратно смягчая падение руками и подгибая колени. Лучше не приземляться на спину или вперед на руки. Спуск должен быть плавным, без препятствий и трамплинов. Трасса должна быть просматриваемой, без преград, обрывов и резких поворотов. Не должно быть препятствий, например, деревья, люди, камни. Если вы планируете покататься на лыжах или сноуборде, то подбирайте снаряжение исключительно по размеру. Перед катанием убедитесь в том, что оно исправно. Если вы новичок и еще не очень уверенно стоите и маневрируете на лыжах или борде, не стоит пользоваться канатной дорогой. Найдите трассу для новичков и для начала попробуйте свои силы там. При катании соблюдайте дистанцию с другими лыжниками или сноубордистами. Двигайтесь только по укатанным трассам, не заезжайте в сугробы. При спуске с горы не останавливайтесь у подножья, лучше уйдите в сторону. Если речь идет о коньках, то покататься на них можно на специально организованных катках. Ни в коем случае не рискуйте жизнью, катаясь на заледенелых водоемах, где неизвестна толщина льда. Если следовать этим простым, но в то же время очень важным правилам летнего и зимнего отдыха, то досуг будет прекрасным и безопасным.